В современном обществе совершенствование любой сферы невозможно без применения новых технологий. Век информатизации заставляет все отрасли отказываться от устаревших механизмов в работе. Отечественный уголовный процесс не стал исключением. Тому пример запущенная масштабная автоматизированная информационная система, как ЕРПП, которая позволяет видеть весь процесс уголовного дела как на ладони. Система позволяет мониторить в онлайн-режиме, то есть она ориентирована на прозрачность ведения процессуальных действий уголовного судопроизводства и уже является уникальной для всей деятельности правоохранительных органов. Благодаря внедрению 1 января сократилось число укрытых преступлений. В соответствии с новыми УК Уголовным кодексом введена в действие норма статьи за отказ или укрытие от регистрации заявления или сообщения о совершенном преступлении или проступке. Методы, многие из которых применялись до этого, действительно затрудняют процесс, а самое главное, не отвечают ожиданиям общества. Люди справедливо высказывают свое недовольство, сталкиваясь с излишними бюрократическими процедурами и волокитой. Ведь даже самые незначительные ошибки прокуроров и судей, в том числе при назначении наказания, недопустимы, ведь за каждой из них стоят судьбы людей. В ЕРПП регистрируются все заявления и сообщения о готовящемся или совершенном преступлении или проступке. Данное заявление поступает в орган внутренних дел и происходит регистрация независимо, будь то это дежурный или следователь, или дознаватель, они обязаны зарегистрировать данное заявление, принять, выдать отрывной талон, на котором имеется уникальный QR-код, который позволяет заявителю не приходить в следующий день и не спрашивать, у кого на рассмотрение данного заявления. Путем сканирования он узнает, у кого в производстве находится его заявление, какое принято по нему решение. Раньше получалось, что обращались с заявлением, имелись возможности рассматривать одно заявление в течение 30 дней, то есть путем продления, так как до этого существовали институты возбуждения уголовных и отказа. В настоящее время в новом законодательстве это не предусмотрено. Соответственно, с новым законодательством заявление подлежит регистрации в течение 24 часов. Запуск ЕРПП позволил сегодня обеспечить максимальную открытость в деятельности правоохранительных органов. По рассмотрению поступивших заявлений исключил также возможность сокрытия каких-либо фактов в ходе регистрации преступлений, а также обеспечил возможность ведения максимально точной и объективной статистики и мониторинга, которые необходимы для ведения контроля за ходом следственных действий. За 5 месяцев использования самой системы ЕРПП нами была полностью модернизация самой системы происходила. За 5 месяцев нами было внесено уже более 500 внесений изменений именно в программное обеспечение. Плюс к этому в данное время у нас даже до сих пор идет работа по самой инфраструктуре некоторых правоохранительных органов, которые необходимо и сейчас решать. Кроме того, одним из преимуществ данной системы можно назвать сокращение на некоторые организационные мероприятия. Ведь ранее на расследование уголовных дел уходили месяцы, а то и годы, что, соответственно, вызывало обоснованные нарекания со стороны граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Единый реестр преступлений и проступков – это реестр преступлений и проступков, которые регистрируются во всех правоохранительных органах республики. Не регистрация преступления – это тоже будет как преступление, но самая основная задача – это полноценное целое обеспечение статистических данных сбора информации. В органах прокуратуры принимать и рассматривать обращения граждан могут также и в электронном варианте посредством так называемой интернет-приемной. То есть свое электронное заявление гражданин может оставить на официальном сайте Генеральной прокуратуры. Данное цифровое решение позволяет экономить время на многочасовых ожиданиях своей очереди. Гражданин в своем электронном обращении в обязательном порядке указывает наименование государственного органа, в который направляет электронное обращение, либо фамилия, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также в обязательном порядке указывают фамилия, имя, отчество свое, адрес проживания, контактный телефон и излагает суть обращения. Допускается прилагать к электронному обращению электронные документы, фото-видеоматериалы.
После получения электронного обращения в течение 3 рабочих дней направляет гражданину электронное уведомление, сообщение с указанием времени и даты поступления, справочных телефонов, а также присвоенного входящего номера в случае отказа в рассмотрении с обоснованием причин отказа. Генеральная прокуратура вправе не рассматривать электронные обращения, содержащие ненормативную лексику, оскорбительные высказывания, призывы к свержению существующей государственной власти, разжиганию межнациональной, межконфессиональной розни, а также обращения, где отсутствуют обязательные реквизиты. А чтобы получить ответы на юридические вопросы, граждане могут воспользоваться мобильным приложением, зайдя на сайт www.prokuror.kg. То есть через данную систему можно получить бесплатную юридическую консультацию от профессионального юриста и найти ответы на злободневные вопросы. Граждане смогут получить ответы на часто возникающие в повседневной жизни вопросы. Значит, вопросы уголовного права, трудового права, семейного права, по вопросам недвижимости, по вопросам налогов. Значит, юридическая консультация по защите прав детей, юридическая консультация по защите прав пенсионеров, пожилых людей, а также по защите прав родителей и, значит, по семейному насилию. Что очень важно, ответы на вопросы будут написаны согласно новым изменениям в законодательстве, как на официальном, так и на государственном языках. Бесплатное мобильное приложение доступно на кыргызском и русском языках для пользователей мобильных телефонов на платформах iOS и Android. Электронная версия практических советов прокурора будет доступна также на сайте Prokuror.kg. Также Генеральной прокуратурой на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия как центральным аппаратом управления, так и ее территориальными подразделениями на местах. На встречах шел полезный обмен мнениями, обсуждались вопросы, с которыми сталкиваются субъекты АИС и РПП. Группами собраны их мнения, которые были взяты во внимание для улучшения возможностей системы. По результатам мониторинга Генеральной прокуратурой будут направлены соответствующие рекомендации руководителям правоохранительных органов для принятия соответствующих мер. Следует отметить, что подобные мероприятия и далее будут проводиться Генеральной прокуратурой на постоянной основе. Благодаря электронным сервисам люди избавляются от многочисленных хождений по инстанциям. Ведь на сегодня умные технологии объективно становятся частью уголовного процесса, создавая удобные для населения инструменты. Это была программа «Цифровой Кыргызстан», и будьте в духе цифрового общества.